Я продолжаю писать карту дня на 10 июня. Это вторая часть. Здесь я смотрю следующие 6 знаков зодиака. От весов до рыбок. Если вам нужны первые 6 знаков, это Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, вам нужна первая часть этого видео. Ссылочка на первую часть есть под этим видео в описании внизу, если вы прокрутите. Или еще как вариант вы можете оставить запрос в комментариях. Я вам в комментарии оставлю ссылочку. Так, смотрим весы. Пятница. 10 июня. События дня. Время у вас показывает, первое выпадает. Вам нужно быть осторожными со временем, да, следить. Все делать возможно заранее, рассчитывать правильно время. Показывает событие в месяце, может быть какое-то. То есть то, что каждый месяц с вами происходит. Свидание. Может также быть в этот день. Отличное настроение. Вы очень счастливы, очень довольны. Нерешенный вопрос. Гости. Общение с гостями. Сейчас, секундочку. Так, я извиняюсь, продолжаем. Ага, еще хорошие новости. Так, ну смотрите, сейчас я еще проверю горизонталь и вертикаль, но пока денек вроде как замечательный. Неприятность нельзя. Глубокую печаль нельзя. И здесь нет. Ну, вот видите, как хорошо. Ничего плохого нельзя. Так, значит, что получается? Вам нужно следить за временем, да, вот такое предостережение для вас. Будьте осторожны со временем в этот день. У вас будет какое-то событие, которое все время повторяется с вами. У вас будет общение с гостями, свидание, будет отличное настроение, хорошие новости. И вот еще один, да, то есть небольшой минус, это какой-то нерешенный вопрос в этот день. То есть что-то у вас не получится закончить, доделать, решить. Ну, не получится в этот, получится в другой. Так что... Да, вот есть только небольшой минусик, это нерешенный вопрос. А так все остальные события, возможно, из-за времени это будет как-то связано. Да, вот нерешенный вопрос, время. То есть, может быть, время пока не пришло, карта говорит. В общем, благодарю за внимание, весы. Перехожу к скорпионам. Так, скорпиончики, смотрим. Десятое июня. Пятница, скорпионы. Хорошие новости. Интимная связь. Победа какая-то. Победа, выигрыш. Верность. И цыпленок еще, семейная жизнь. Детки.
То есть все хорошо будет точно, да, для тех, кто находится в паре, у кого есть семья, дети, да, то есть тут какой-то, может быть, вместе вы хорошо проведете время. Исполнение желания. Колокольчик нельзя. Ключик еще есть, прекрасно. Ключик показывает, что для вас открыты все двери в этот день, да, то есть поэтому и победа у вас, поэтому и хорошие новости, потому что по ключу всегда все складывается идеально. Здесь нет совпадений. Значит, смотрите, получается, вы получаете очень хорошие новости, у вас будет интимная связь, да, то есть будет в паре все хорошо, показывает верность, любовь, семейная жизнь, дети, да, то есть дети, любимый человек, возможно, какое-то событие, исполнение желания. Может быть, вы о чем-то мечтали, хотели вместе где-то побывать. Вот карта показывает какое-то желание, которое объединяет всех. Дальше победа и ключ, да, открытые возможности, двери. Так что смотрите, просто вот все события одно лучше другого на пятницу вам выпадает. Благодарю за внимание. Перехожу дальше к стрельцам. Так, стрельцы, смотрим, что у вас. Победа. Общение с каким-то неприятным человеком, да, который может вас как-то жалить. Может быть, это тот, кто проиграет вам, да, и будет вас, знаете, как покусывать, язвить вам. У вас будет получение какого-то документа, либо какой-то бумаги, справки, то есть часто показывают какую-то бумагу. Может быть, да, вот если это победа, например, какой-то документ вы выигрываете. Общение с друзьями. Исполнение желания. Радость. Очень много радости. Опять же, ложится рядом с документом. Якорь показывает, что вы можете провести много времени где-то в каком-то месте. Долго, да, несколько часов. Или якорь — это еще когда мы что-то заканчиваем, доделываем. Да? То есть, например, получение этого документа — это точка, да, в каком-то вопросе. И поэтому, да, вот много радости, что думаешь, фух, наконец-то, да, вот я с этим разобрался, поставил точку. Время нельзя. Так, горизонтали нет совпадений, вертикали вижу сразу чемодан. Чемодан — это может быть разлука, расставание с кем-то в этот день. Временное, да, то есть чемодан временное расставание показывает. Весы. Выбор. Вы стоите перед выбором. И события в доме. Какое-то событие, мероприятие. Так, получается, значит, называю просто по очереди, потому что у вас очень много выпадает на пятницу. 5, 6, 7, 10 событий. Значит, у вас может быть разлука, расставание с кем-то. У вас будет победа, выигрыш. Общение с
злым человеком таким вот, да, с длинным языком, ядовитым. Получение документа, общение с друзьями, исполнение желания, очень хорошее настроение, такое радостное. Якорь — это, скорее всего, завершение, точка, событие, мероприятие какое-то, возможно, вот на котором будут друзья, и выбор. Какой-то выбор еще может быть. Да, или делать, не делать, идти, не идти, ехать, да, это или это купить, то есть какой-то еще выбор. Вот такой у вас будет насыщенный событиями день, стрельцы. Благодарю за внимание. Так, переходим к козерожкам. 10 июня. События для козерогов покажите мне на пятницу. Общение с другом, подружкой. Исполнение желания. Конфликт. Нерешенный вопрос. Интимная связь. Так, книга нельзя. Весы нельзя. И здесь я не вижу совпадений. Значит так, у вас 5 событий. Первое показывает общение с друзьями, исполнение желания в этот день, интимная связь, да, вот из хорошего. Затем конфликт какой-то, с кем-то можете поругаться, и нерешенный вопрос. Да, то есть, возможно, вы хотели что-то решить, доделать, но карта говорит, что вряд ли получится. Да, то есть, если бы выпали ножницы, я бы сказала, ну да, то есть тут можно, но видите, ножницы нельзя. Поэтому тут, скорее всего, что дело не решится. Ну, ничего, решите в другой день. Да. Может быть, вы хотели перед выходными успеть, но видите, как-то показывает, что не получается, не успеете вы сделать. В общем, вот такой у меня для вас получился расклад. Благодарю за внимание, козерожки. Переходим дальше к водолеям. Водолей, смотрим, что у вас. Десятое июня. Покажите мне события для водолеев на пятницу. У вас будет поступление прибыли. Застолье может быть. Пустые разговоры. Может быть, разговоры о деньгах. Свидание
свидание, да, где-то вот может быть свидание будет, ужин романтический. Гости. В гости вас пригласят на ужин. Или вы пригласите в гости, тут трудно сказать. Да, но точно будут гости. Так, смотрим теперь периметр. Тайное свидание нельзя. Угу. Я не вижу ни горизонтали, ни вертикали, совпадений я не увидела. У вас 5 событий. Первое показывает, возможно, будут финансовые поступления или будут разговоры о деньгах. Разговоры, скорее всего, на застолье. Застолье, гости и свидание. То есть свидание может показывать встречу, да, то есть это не всегда свидание, да, романтическое. То есть это может быть просто свидание с кем-то в гостях, да, и вы будете, видимо, ужинать. И, возможно, будут вот как раз пустые разговоры о деньгах. Или еще иногда сундук как траты проигрывается. Возможно, это будут не поступления, а какие-то покупки. Да, видно, что тут событие просто показывает, с чем будет связано. Будет связано с деньгами. Поэтому деньги можно, понимаете, можно как получить, так и потратить. Но вообще сундучок, конечно, больше прибыль показывает, что к нам прибывает, но вот иногда проигрывается и как траты. Ну вот я вам желаю, чтобы проигралось как прибыль. Благодарю за внимание, Водолеи. У вас очень хорошие все события. Но все как-то настроены больше на отдых, а не на работу. Все события показывают отдых. Смотрим дальше. Рыбки. У нас остались рыбки. 10 июня. Пятница. События для рыбок. Покажите мне. Выбор. Весы. Вы стоите перед выбором. Вам может открыться какая-то информация. Замок тайны. Удача будет сопутствовать. Ключик показывает, что все в ваших руках, да, все двери перед вами открыты. То есть у вас ключ еще и удача. Какое-то событие, связанное еще, может быть, с семьей, с детьми. Цыпленок часто показывает детей. Победа. Точно будет за вами победа, потому что у вас здесь удача и ключ. Поэтому вы точно выиграете в этот день что-то для себя. Здесь нет. Значит, смотрите. Первое. Вы стоите перед каким-то выбором. Дальше показывает. Открывается информация, тайна. Вам везет очень. Удача. Все в ваших руках. Победа за вами. И какое-то событие, связанное с детками. Возможно, вы будете проводить время с детьми в этот день. Так что вот такие замечательные события у вас выпадают. На пятницу. 10 июня.
Благодарю за внимание, рыбки, и жду вас на своих новых видео.